Многие из нас говорили себе: все, с этого года я точно начинаю учиться. Как начать хорошо учиться? Об этом мы поговорим. Будь уверен в себе. Настрой себя на то, что тебе все под силу. Нет ничего невозможного. Поставь себе цель и иди к ней. Также помни, это твой не последний шанс. Нужно быть внимательным и заинтересованным предметом, который изучаешь. И если тебе предлагают сделать сообщение или реферат, не задумывайся, соглашайся. Информацию легко найти, и тем более это интереснее, чем читать скучный параграф. Зачастую я одна из тех, кто соглашается делать сообщение или презентацию по просьбе учителя. Это очень поднимает интерес к предмету. Как неожиданно не получить плохую оценку? Не жди, пока тебя спросят. Зарабатывай оценку сам. Это даст гарантию того, что тебя не спросят, когда ты ничего не знаешь. И да, шпаргалки никто не отменял. Если их грамотно использовать, то они очень помогают. Ты замечал странных людей, которые ходят вокруг тебя? Ну, то есть твоих одноклассников. Меня часто выручали мои друзья. Как-то раз я пришла на контрольную по алгебре, и я даже не знала, на какую тему все пишут контрольную. И абсолютно все за меня написала моя подруга. Притом я получила достаточно неплохую оценку. А иногда оценки могут ставить просто на халяву. Очень важно грамотно зарекомендовать себя в школе. Нужно зарекомендовать себя человеком, в чем-то очень хорошо разбирающимся. Например, учителя, которые видели мои рисунки, знают, что я целеустремленный человек и готова много работать для того, чтобы добиться результатов. Главное показать себя с лучшей стороны, и тогда все будет в порядке. Особенно нельзя портить отношения с учителями, потому что если учитель хорошо к тебе относится, он иногда может сделать тебе скидку. А если наоборот плохо, то даже иногда начать придираться. А что же касается домашнего задания? Начнем с того, что у тебя должно быть хорошее рабочее место. Большой стол с хорошим освещением. А как же дойти до самих уроков? Интересный факт. Чем больше запланировано на день, тем человек больше успевает сделать. Когда я ходила на кружок бисероплетения, я успевала идти на рисование, а потом еще и в спортзал. При всем при этом я еще успевала делать уроки и ложилась не поздно. Правда, гуляла с друзьями только по выходным, но у меня появилось множество знакомых и друзей на кружках. А когда я взяла себе отдых на месяц, никуда не выходила и даже перестала открывать сумку после уроков, ибо я просто не делала домашнее задание. Почему так происходит? Причиной всему этому является несобранность. Придя домой, я осознаю, что у меня еще полдня впереди, и я все успею сделать. И тут я не успеваю оглянуться, и я понимаю, что наступил вечер. Так что помни, чем больше планируешь, тем больше успеваешь сделать. Делай домашнее задание по конкретному предмету в тот же день, когда его задали. Тебе не придется потом писать его перед самим уроком, и вообще легче все это вспоминать. Еще и психологически комфортно, потому что ты думаешь: вот, я все сделал, теперь я свободен. Ну а если задание очень сложно, то можно подумать еще немного или отложить это задание на завтра. А что же на практике? Когда я ходила к репетитору по гитаре, он давал мне домашнее задание. Обычно я его выполняла через 3 или 4 дня. И я понимала, что результат получается не очень, ибо некоторые важные детали я постоянно забывала. Позже, поняв это, я начала делать сразу же после того, как я приходила домой. Вот я после занятия пришла, достала гитару, села, позанималась, на следующий день опять взяла гитару, снова села, позанималась, и за 2-3 дня я просто это быстро выучивала, и потом у меня было уйма свободного времени, я не нервничала, потом это все быстрее происходило. Поэтому, как только вы дали задание, сразу садимся, выполняем. Тем более это повышает интерес к предмету тоже, потому что оно становится намного легче и намного интереснее. Письменное задание, конечно же, лучше выполнять, а устное, мне кажется, что достаточно слушать на уроке. Лично мне этого хватает. Также, когда садишься делать уроки, начинай с того предмета, который дается тебе сложнее всего, потому что на свежую голову трудности решаются легче. А вот когда ты уже устанешь, останутся самые легкие предметы. Если на завтра ничего не задали, то повтори пройденный материал, и ты увидишь, как новый путь даваться намного легче. Также не забывай устраивать 10-минутные перерывы. За это время информация успеет усвоиться. Ни в коем случае не зубри, ибо не всем это подходит. И помни, зачем ты это делаешь. Не забывай свою цель. Приложи немного усилий, и учеба принесет тебе удовольствие. Желаю удачи в обучении. Пока!